Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Ежегодно 6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Это одно из самых распространенных заболеваний глаз, вследствие которого люди теряют зрение. Кто находится в группе риска, какие причины приводят к развитию глаукомы – обо всем этом и не только поговорим с нашей гостьей. В студии Марина Максимова, офтальмохирург высшей врачебной категории, отличник здравоохранения республики. Марина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Что такое глаукома, сколько якутян страдают этим заболеванием глаз и какова динамика за последние годы? Глаукома – это хроническое прогрессированное заболевание, которое приводит в итоге к слепоте. К сожалению, в республике в нашей на данный момент насчитывается около 12 тысяч людей, которые страдают глаукомой. За последнее время динамика, возможно, стала подрастать в плане выявляемости глаукомы, что способствует ранней диагностике, расширились предметы, аппараты для диагностики. А самое важное, что люди должны приходить регулярно и обследоваться, особенно те, которым поставили диагноз глаукома. Динамику очень сложно отследить, но я думаю, что в последнее время какая-то стабилизация сейчас есть. А сколько в мире страдает людей от глаукомы? По данным Всемирной организации здравоохранения, 5 миллионов населения страдает глаукомой. Это примерно 13% планеты. А какие симптомы могут насторожить человека о том, что вот у него, возможно, начинается это заболевание? Симптомы – это сужение полей зрения, то есть страдает периферическое зрение, появляется туман, сетка перед глазами, возможно, бывают боли в глазу. Вот такие первоочередные симптомы. А какие причины могут привести к развитию глаукомы? Глаукома – это заболевание дисбаланса внутриглазной жидкости внутри глаза. То есть при повышении внутриглазного давления страдает зрительный нерв, который может потом привести к атрофии зрительного нерва, что сужает поле зрения, и в конечном итоге наступает слепота. А кто прежде всего находится в группе риска? В группе риска находятся люди, у которых повышенное внутриглазное давление, люди, которые страдают сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди, у которых есть близорукость либо дальнозоркость, люди, которые принимают длительно препараты гормональные, они тоже входят в эту группу риска. Также в группу риска входят люди, которые перенесли травмы глаза, которые перенесли какие-то воспалительные заболевания. Также люди, которые перенесли просто операции. А дети могут страдать? К сожалению, да. Есть глаукома новорожденных. Один новорожденный ребенок на 10 тысяч новорожденных детей страдает глаукомой, врожденной глаукомой. А вот люди среднего возраста? Если разбить всех людей по возрастным группам, то, как я уже сказала, это группа новорожденные, следующая группа это идет 40-50, и третья группа это 60-75 лет. Что такое глазное давление? В нашем глазу есть нормальный тонус глаза. Измеряется в миллиметрах ртутного столба. Нормальное давление это 18-22-24 миллиметра ртутного столба. Если повышается давление больше 24, то здесь уже нужно насторожиться и прийти к окулисту на прием, чтобы окулист померил давление, измерил ваше периферическое зрение, посмотрел глазное дно, посмотрел диск зрительного нерва. Возможно, даже есть аппараты, у нас в нашей больнице есть аппараты, которые могут сфотографировать, и потом прийти через полгода или год, пройти то же самое обследование и уже сравнить, есть какая-то динамика положительная или отрицательная, либо стабилизация процесса идет. А в группу риска могут войти те люди, у которых повышенное артериальное давление? Конечно, могут. И даже могут войти те люди, у которых пониженное давление. Но там небольшой должен быть возрастной
интервал. То есть старше 50-60 лет, и если люди были раньше гипотониками, потом у них может развиться глаукома. А кто чаще всего страдает глаукомой? Может быть, по цвету глаз как-то различается? Ну, возможно, да, потому что в основном глаукомой страдают это азиаты с коричневой радужкой. Почему? Потому что у нас в Якутии очень много кореглазых. Сама радужка по структуре, она плотная. И очень много гиперметропов, это у кого изначально короткие глаза. И во время всей жизни у нас происходит обмен жидкостями внутри глаза, и вымывается этот пигмент. Этот пигмент, он осаждается в углу передней камеры глаза, что препятствует оттоку внутриглазной жидкости, за счет чего поднимается внутриглазное давление. Чаще всего люди обращаются на какой стадии развития болезни? Обращаются на второй, редко очень, чаще на третьей, четвертой стадии, где мы уже, как правило, не можем помочь в полной силе, потому что уже необратимые процессы наступили. Мы можем только поддержать то, что есть на данный момент, и продлить жизнь глаза. Как характеризуется вот эта степень заболевания? Как можно это заметить? Если вы заметили сужение периферического зрения, затуманивание, головные боли, особенно когда вы смотрите на источник цвета и появляются радужные круги, то нужно обязательно уже прям бежать к офтальмологу. А вот с какой частотой необходимо посещать офтальмолога в профилактических целях? В профилактических целях после 40 лет, я думаю, что нужно раз в год обязательно посещать офтальмолога. А какие мероприятия по сохранению зрения доступны всем, независимо от возраста, вот, чтобы предупредить заболевание? Я думаю, что нужно в первую очередь отнести себе очень, полюбить себя и после 40 лет раз в год приходить к офтальмологу. Это самое верное решение. Во-вторых, наверное, если у человека много хронических заболеваний, то он в любом случае должен проходить диспансерное наблюдение и обследование раз в год обязательно, чтобы не пропустить глаукому. Если в нашей поликлинике огромные очереди и трудно попасть к врачу? Наша больница на первом этаже находится поликлиника. В поликлинику всегда можно подойти, записаться на прием. Можно это сделать дистанционно, по телефону. Можно записаться через портал госуслуг. И у нас на Свердлова 17 есть пункт неотложной помощи, который работает 24 часа. Куда можно прийти, получить первую помощь, спросить или записаться на прием уже к. А какие профилактические меры можно проводить у себя дома? Я думаю, что этого нет. Никаких профилактических мер нет. А какую помощь оказывает Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница при глаукоме? При глаукоме у нас есть глаукомный кабинет, он работает. Выявляем глаукому. Если мы выявили глаукому, ставим на учет. И уже врачи глаукомного кабинета, они расписывают посещаемость, регулярность, рекомендации и назначают лечение. Если лечение консервативное не помогает, то консультации хирурга и уже оперативным путем. Ну и ваши пожелания нашим телезрителям? Я думаю, что наши телезрители, они должны относиться к себе очень чутко. И, пожалуйста, раз в год приходите к офтальмологу, приводите своих родителей, чтобы они тоже могли попасть на прием и пройти обследование. И не только по поводу глаукомы. Я думаю, что раз в год нужно обязательно всем проходить обследование у окулиста. Марина Владимировна, спасибо за интересную беседу. А я напомню, о борьбе с глаукомой мы поговорили с Мариной Максимовой, офтальмохирургом высшей врачебной категории. Оставайтесь на нашем телеканале.